Город Алма-Ата или Алматы – крупнейший населенный пункт Республики Казахстан. До 1997 года являлся столицей данной республики. Здесь проживают почти 2 миллиона человек. Алма-Ата со многих тюркских языков переводится как «отец яблок». Расположенный у подножия заснеженных гор Заилийского Алатау, город буквально утопает в зелени. В 16 километрах от города на высоте 1700 метров расположен спорткомплекс «Медео» с крупнейшим в мире катком. Он известен своим уникальным льдом, благодаря которому было установлено без малого 200 мировых рекордов. В этот город в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы киностудии «Ленфильм» и «Мосфильм». В Алма-Ату прибыло много деятелей кинематографа – режиссеры, актеры, операторы и сценаристы. По одной из версий, в основе названия города Кемерово лежит тюркское слово «кемер» – обрыв, берег, утес. Город является центром Кузбасского угольного бассейна. Добывать каменный уголь здесь начали еще до революции. В СССР добыча угля здесь достигла поистине рекордных масштабов. Запасы этого ископаемого топлива тут оцениваются более чем 65 миллиардов тонн. Более половины всей добычи продается за рубеж. Среди выдающихся уроженцев Кемеровской области первый человек, вышедший в открытый космос – Алексей Архипович Леонов, советская актриса Инна Макарова, драматург, театральный режиссер Евгений Гришковец и другие. Существует несколько гипотез о происхождении названия казахстанского города Экибастуз, что дословно значит «две головы соли». По легенде, геолог-самоучка Касум Пшембаев в XIX веке обнаружил залежи угля и обозначил место находки двумя головами соли, так как с собой у него больше ничего не было. Таким образом, он невольно дал название местности. Основан Экибастуз был еще в XIX веке, но статус города получил только в 1957 году. Известен город прежде всего своими гигантскими промышленными объектами. Здесь расположен самый большой угольный разрез бывшего Советского Союза. Экибастуз получил широкую известность благодаря тюремному прошлому. Здесь до 1954 года существовал лагерь для политических заключенных. Писатель Александр Солженицын отбывал в местном лагере наказание и задумал повесть «Один день Ивана Денисовича». Впоследствии именно она сделала его всемирно известным автором. В каждом уголке нашей Родины, да и по всему миру, можно найти следы наших предков. Важно лишь увидеть, услышать и познать. Ассаляму алейкум!